Здравствуйте. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев. И вместе со мной в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежере». Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы с вами сегодня закончим рассказ о башкирском национальном герое Алдаре Исекееве. И давайте напомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Восстание 1704-11 годов, так называемая Алдаровщина, она завершилась победой повстанцев. Фактически лидеры восстания, или конкретно Алдар Исекеев, добились того, что Башкирия де-факто была признана независимой территорией, но Алдару Исекееву этого было мало, и вот он и хотел оформить факт отпадения Башкирии из состава тогда еще московского государства юридически. У него была идея образования такой башкирско-казахской унии, если так назвать. Но не под династией одного хана, а под династией двух ханов, но из одной династической линии чингизидов. И он сделал ставку на этого молодого казахского тогда еще султана. А что такое хан и султан? Чтобы люди понимали, хан — это правитель ханства. А султаны были не правящие царевичи, принцы крови. Хан — это выше, чем султан. Хотя в Турции, в Османской империи понятия были равнозначны. Первые османские султаны, они одновременно себя называли и султанами. Султан — это арабское слово, означающее власть, правитель и так далее. И одновременно они себя называли ханами. Так вот, молодой казахский султан Абулхаир, и Алдар сделал на него ставку. Он участвовал в этом восстании, молодой этот царевич Абулхаир, участвовал в знаменитом сражении под Юрактау, походе на Казань, походе в Заурале и так далее. То есть прошел огни и воды этого восстания. Как пишет англичанин Джон Кестель, он в 1736 году приезжал в ставку Абулхаир хана, забегая вперед, скажу по поводу этой Оренбургской экспедиции, писал: Абулхаир хан был избран ханом казахов, младшего жуза, за то, что он прославился во времена Алдаровщины. Фактически, можно сказать, Абулхаир был в какой-то степени учеником Алдара. Он прошел не только военную школу, все-таки он и политически сильно подковался во время всех этих действий. Он был наиболее, условно говоря, в кавычках, вестернизированным султаном из всех династий казахских, поскольку они варились там у себя в каких-то своих среднеазиатских и внутриполитических делах. Абулхаир хан, он долгое время проживал в Уфимском уезде, он все видел, как устроено тогда еще московское государство, он все видел, как эта машина действует, он видел, как воюют российские войска, и в этом плане у него был, конечно, кругозор политический, он несравненно шире, чем у других его соплеменников. И Алдар пытался выстроить эту вертикаль власти в башкирском обществе, чтобы поставить во главе представителя династии. Абулхаир хан, он прежде чем был провозглашен казахским ханом, он был ханом башкирским. Конкретная дата здесь не указывается, но Кестель об этом пишет, потом другие источники пишут. Примерно он был провозглашен в 1712 или 13, может быть, 15 году. Потому что уже в 1717 году Абулхаир хан, он поднимает Алдара вновь на борьбу. Дело в том, что Алдар пытался опять восстание поднять в Башкирии. Для чего? Вроде и так победили. Победили, но не допобедили, потому что было много сторонников той линии, чтобы прийти к соглашению с царским правительством, заново присягнуть царю, и цели достигли, казанским чиновникам отомстили, врагов всех побили, но давай теперь мириться. Там много было таких. И Алдар хотел эту волну снова подогреть. Потом сторонники одно, но ведь полно было крепостей. Это была Закамская линия, кость в горле она стояла там у Башкирии. Закамская линия, которую в Западной Башкирии, Казанской дороги потеряли земли. И в 1717 году Алдар поднимает опять такое движение, привлекает казахов, 10-тысячное войско башкирско-казахское с Абулхаиром, и идут по Закамской линии, нападая на заводы. Одну даже крепость, там, по-моему, Новошишминскую или Черемшанскую крепость они осадили и даже взяли, и там какие-то сражения происходили. Этот всплеск такой боевой активности, тоже внезапный, причем после окончания восстания такая тишина установилась, потом бац, какие-то такие всплески спорадические, они возникали. Это как раз результат деятельности Алдара. Но, к его сожалению, башкирское общество, оно горизонтально интегрированные кланы, которые не терпели никакой этой властной вертикали. Именно поэтому его эта затея, она не удалась. Башкиры — такое эгалитарное общество, которое каждый считает себя не хуже, как Запорожская сечь, все казаки равны и так далее. А здесь пришлось бы одни кланы возвышать над другими, то есть иерархия кланов. Естественно, это не могло годиться. Далее еще ситуация осложнилась тем, что в 1723 году началось нашествие джунгар. И казахи были вынуждены бежать с востока, с юго-востока и занять эти все башкирские земли. Это территория нынешнего центрального, северного и западного Казахстана. И такая между казахами и башкирами война началась. Башкиры пытались отогнать, да. И казахам невозможно стало жить. С юга идут джунгары, с севера постоянные атаки башкир, с запада постоянные атаки, потому что еще земли они яицких казаков заняли.
С запада яицкие казаки атакуют. Со всех сторон невозможно. И тут Абулхаир хан принимает судьбоносное решение, которое определило будущее всего Казахстана. Вот если бы не это решение, сегодняшнего Казахстана бы не было. Казахстан, он, наверное, может быть, локализовался где-то на юге и на юго-востоке. Это Восточно-Казахстанская, Алматинская область, вот все где-то вот там. Но то, что вот сейчас он приобрел, это как раз вот это ключевое решение, которое принял результат вот этого решения тогда еще Абулхаира. Началось вот это нападение Джунгар. Казахи его провозглашают своим ханом младшего и среднего Жуза. То есть фактически той части казахского народа, которая осталась независимой. Потому что Южный Казахстан его джунгары покорили, победили их. И вот он возглавил вот это сопротивление. В этой ситуации только одна мысль в голову пришла: просить русского подданства. Потому что были хорошие примеры. Было внутри России мощное калмыцкое ханство Аюки хана, который, вроде как являясь подданным России, являясь вассалом русского царя, в то же время он создал фактически на российской периферии и вне ее свою калмыцкую державу. И причем, являясь подданным царя, он в то же время вел независимую внешнюю политику. Напрямую выходил там с турецким султаном, с иранским шахом, я уже не говоря там о среднеазиатских правительствах. Пример от калмыков он был заразительным. Алдар тоже так хотел. Внутри России ханство наподобие калмыцкого. В 1726 году Абулхаир хан и казахская знать, как-то они познакомились с башкирским купцом Максудом Юнусовым, имел торговые какие-то свои фактории в Бухаре, и тот купец согласился выступить посредником. Если надо, говорит, я доставлю. А до этого в Бухаре находился личный посол Петра I, итальянец. Они как-то познакомились в Бухаре, и вот этот Беневини предложил помочь ему в этом деле. И тут как-то еще с Абулхаиром ханом познакомились. Результатом вот этих всех переговоров стало то, что Максуд Юнусов повез письмо от имени казахов в Петербург. Потом обратно привез, и вроде формально установились отношения, но в России никто не был готов к этому. Они не знали, а что делать вообще, зачем нам идти? Какая-то казахская орда просит, и не было понимания. И вот это как бы первое посольство, оно, по сути дела, закончилось ничем. Просто Россия не была готова, фактически просто не нашелся вот в данный момент тот человек, который мог бы оценить перспективы, к чему это может привести. И вот в 1730 году пишут письмо императрице Анне Ивановне. Абулхаир хан пишет такого содержания: «Наше заявление к вашему величеству состоит в том, что с подданным вам, башкирским народом, который находится за Уралом, у нас близких отношений не было. Желая быть совершенно подвластным вашему величеству, я посылаю своего посланника вместе с вашим подданным Алдарбаем. Этот Алдарбай требовал посланника от нас к вашему величеству. И поэтому мы, Абулхаир хан, с подвластным мне многочисленным казахским народом, все преклоняемся перед вами». В письме фактически было написано в том смысле, что Алдар заставил Абулхаира вот это письмо написать. Это, конечно, было большим лукавством. Это было специально написано, чтобы, так сказать, сохранить лицо перед своими казахскими султанами и другими ханами. И он выдал это дело так, что вот меня вот эти башкиры чуть ли это не насильно запихивают под русское подданство. Хотя на самом деле это было, естественно, желание. Это они с Алдаром разыграли вот эту ситуацию. Видите, как получилось? Ерофеева, историк, пишет: «В условиях жесткой конфронтации с северными соседями перед казахами младшего и среднего Жуза встала проблема официального закрепления за ними плодородных пастбищ по нижнему и среднему Яику, где открывался путь к заманчивым пастбищным угодьям». А другой историк, Сафонов, писал, что причина такого решения, то есть принятия русского подданства, более чем понятна. Абулхаир хан пытался обеспечить себе район, своеобразный страховочный вариант, куда бы он смог отступить, если джунгары одержали бы верх. Интерес Абулхаир хана понятен. Занять вот эти земли на севере, современном и западе Казахстана, которые ими принадлежали казахам, башкирские земли, для них понятно, страховочный вариант, вот такая база для отступления. А какой интерес башкирам-то? Вот когда потом уже казахские послы поехали в Петербург и так далее, у него прямо спросили: вам-то зачем это надо? Отдавать свои земли и так далее. Алдар сказал, что, дескать, вот мы хотим принять, чтобы киргизский народ был в подданстве России для того, чтобы жить с ними в мире. Ну, то есть очень, опять же, вот такое лукавое и непонятное объяснение. На самом деле, если исходить из логики событий, на самом деле Алдар хотел, вот это его идея башкирско-казахской унии, но между ними вот был разрыв, который могли бы занять кто угодно. Пойди России на север, башкирские земли, которые они даже и не надеялись, видимо, удержать. Возник вот такой башкирско-казахский континуум, единый этнополитический, чтобы их границы Башкирии и Казахстана вот уже непосредственно где-то вот смыкались южнее территории реки Урал. Вот какая была идея. И по мысли Алдара, что вот если башкиры и казахи войдут под протекторат России именно на тех же условиях, как и калмыки во главе со своими правящими династиями, то тогда вот по мысли Алдара будет легче отстаивать самостоятельность Башкирии. Вот какая была идея Алдара. Именно поэтому Алдар и вся вот эта башкирская знать фактически поступились вот этими башкирскими землями для того, чтобы казахи жили поближе к ним.
Но знать башкирское-то решило, простой башкирский народ не захотел это понимать, вот эти геополитические расчеты. Потом возникла вот эта идея Оренбургской экспедиции, когда послы казахов прибыли в Петербург, приняли русское подданство. Причем идея города Оренбурга изначально вообще не стояла. Речь шла о том, что казахи принимают русское подданство, Россия организует восточную экспедицию в Среднюю Азию, там к Сырдарье, Бадахшану, в Иран, в Индию и так далее. Идея города возникла случайно. Вот опять же мы говорим о многовариантности истории, что много в истории случайностей, которые вообще-то имеют роковые последствия. Вот просто как-то сидели Тевкелев, который, кстати, был руководителем посольства казахам, и Абулхайр хан. Тевкелев говорит, а вот хорошо, вы присоединяйтесь. А давай вот, может быть, тут мы где-нибудь здесь поблизости городок построим, где тебе будет там хорошо отсиживаться. Если джунгары нападут, бац, а ты в крепости. И тут Абулхайр хан с радостью поддержал. Причем ни у того, ни у второго в голове даже мысли, значит, не промелькнуло, что земли-то вы основываете на башкирских землях. И потом Абулхайр дал согласие, полетела депеша тут же в Петербург. И вот когда уже казахские послы прибыли, подданцев приняли, потом стали думать, а нужна ли нам вот эта киргиз-касацкая орда, стали размышлять высшие чиновники. И тут на стол императрицы ложится проект вот этой Оренбургской экспедиции Кириллова. Кириллов, который обосновал, для чего это надо. Вот, и причем там, вот если почитать, это удивительный документ. Как там, он это обосновал? Какие доводы привел? Говорит, дискурс такой, как бы колониального соперничества с испанцами. Вот испанцы же, говорят, взяли Мексику и так далее. Чем мы хуже испанцев? Кириллов манил себя там Кортесом, я не знаю, Франциском Писаро. Такой, сейчас мы возьмем новую Россию, как он называл, Новороссию. А так он и пишет. Приобретение новой России, вплоть до Индии. Новороссия где-то в Индии, представляете? И когда вот зазвучали такие все экзотические слова в его проекте, Бадахшан, Кундуз, Балх и так далее, все сумел он заразить вот этой колониальной лихорадкой высшие круги российского государства. Экспедиция была запущена, потом она уже по ходу только получает название Оренбургской экспедиции, повторяю, потому что не было цели там какой-то Оренбург строить, Оренбургскую губернию. Цель была Индия. А это уже вот по ходу просто Оренбург как перевалочная база должна была. Естественно, простой башкирский народ, который сидел и не понимал, что происходит. Алдар, естественно, понимал примерно, что происходит. Потом, когда уже вот возникла идея города, что было уже? Теперь поздно было это отыгрывать. Была у него такая идея. Ладно, пусть она пройдет, благополучно сгинет где-нибудь там. На берегу океана. Не на берегу океана. Можно даже, как говорят, гадалки не ходи, что она потерпела бы полный крах. Он в Средней Азии где-нибудь она погибла бы. Это вот как до этого была экспедиция Бековича-Черкасского в 1717 году, которая была истреблена Хивинским ханом. То же самое ожидало Оренбургскую экспедицию. Может быть, не так быстро, как с экспедицией Бековича-Черкасского, но конец был бы таким. Может быть, их и не перебили бы, но они точно бы от голода, от болезни она погибла бы. Поэтому идея была пропустить, не препятствовать, пусть уходят экспедиции, все, а мы тут посидим, посмотрим. И продолжаем свою идею башкирско-казахской унии, там, во главе с ханами из одной династии. Ну, народ башкирский не понял этого, тут же назвали Алдара, там, и всех вот этих башкирскую знать куштанами, то есть предателями, мироедами, приговорили их к смерти на одном из съездов и начали восстание. Когда экспедиция двинулась к месту основания Оренбурга, это устье реки Орь, первый Оренбург, то есть это сейчас город Орск. Туда пошли, и вот началось восстание, напали, разгромили Вологодский Драгунский полк. Восстание уже 35-40-го, получается. 35-40-х годов. Алдару было очень тяжело в этой ситуации. Его считали виноватым, что из-за него все это началось. Хотя, ну, как мы понимаем, это вот был большой политический проект и интересная задумка. Как все пошло не так. Как часто бывает проект, опережающий время. Опережающий. Дело в том, что изначально можно было сказать, что Россия все равно пришла бы, может быть, не сейчас, но позднее в Среднюю Азию. И как ни крути, все равно и Казахстан вошел бы в состав России, наверное. Но, тем не менее, эта идея Алдара-то была как можно больше сохранить вот эту самостоятельность свою, понимаете? В этой части, возможно, она бы реализовалась. Но восстание началось. Алдару в 1736 году, уже через год после восстания, мы видим ставки Абулхайр хана находится. Видим, просто в Башкирии там на него была охота объявлена. Он находится у Абулхайр хана, где его застал вот англичанин Джон Кестель, нарисовал его портрет. Видимо, там он скрывался со своей семьей. Потом в 1937 году он обратно в Башкирии. Именно он потом в 1937 году была какая идея? Татищев хотел, чтобы Абулхайр приехал в Башкирию, поскольку, я же говорил, он до этого был провозглашен уже башкирским ханом. И с его помощью хотел подкупить Абулхайра и установил таксу за каждого пленного главаря восстания. Вот столько тебе денег, и лисьих шкур, и соболей, доспехов и так далее. Была даже такса назначена Татищевым. Была идея привести Абулхайра, чтобы он схватил главарей, которые к нему приедут. Абулхайр хан этого не делал. Наоборот,
Я считаю, что он приехал в Башкирию как раз по приглашению именно Алдара, поскольку он был ханом. Башкир — это одно. И второе, власти все-таки были вынуждены прислушиваться к его требованиям и так далее, поскольку теперь уже началась раз эта экспедиция, боялись, что Казахстан вдруг Абулхаир передумает и обратно откажется от этой идеи. Поэтому Абулхаир приезжает в Башкирию и начинает издавать такие смешные указы моему подданному уфимскому воеводе: я тебе приказываю прекратить бить моих подданных башкирцев. То есть фактически он стал рупором вот этих повстанцев, которые свои требования стали озвучивать устами Абулхаир-хана. Вот. И за всем этим, понятное дело, Алдар стоял. На самом деле ему в 1937 году фактически Абулхаир-хану на какое-то время удалось нейтрализовать действия правительственных войск. Вот это вакханалия, просто убийство мирного населения, она на какое-то время прекратила. Восстание получило передышку. А как правительство реагировало на то, что Абулхаир-хан таким образом себя повел? Никак. Вот он же формально, кто-то Татищев думает, что это он по его заданию как бы действует, а на самом деле он по-другому, хотя они потом поняли, что Татищев писал в его поступках не столько злого умысла, сколько, говорит, глупости, поскольку он там ворам башкирцам поддался, под их влияние попал. Но тем не менее, вот такая ситуация была двусмысленная, непонятно что. Потом привез он в Башкирию царевича Шигая, сын хана Среднего Жуза, казахского хана, которого башкиры провозгласили ханом. Восстание идет, а идея Алдара, она все равно подспудно идет и продвигается. И башкиры привезли вот современный Балтачский район, деревню Богданова, осадили и привезли, вытащили их. Смотрите, говорит, на нашего хана, кто, говорит, Шигаю хану не покорится, того будем бить. И какое-то время идея образования ханства, формально вроде она идет, но на самом деле она не могла была никак притвориться, потому что раз уж восстание пошло, уже ни о каком башкирском ханстве тут речи быть не могло, только царская власть уже разговаривала с позиции силы, никаких переговоров, уже приносите штрафных лошадей, приносите повинную, и только тогда получаете прощение. Но башкиры отказывались давать штрафных лошадей, поскольку у них конский состав за время восстания очень сильно пострадал, оставшись без коней, это все, они теряют всякую боеспособность. В 1939 году уже пошел предпоследний год восстания. Алдар, который на самом деле уже где-то с 1937 года фактически был вот таким кукловодом, негласно руководил, ну, по крайней мере, действиями, связанными с историей, с приездом Абулхаир-хана в Башкирию. Собрал съезд башкирских повстанцев и начал говорить: штрафных лошадей не платить и так далее. Потом предлагал ехать в Петербург, минуя генерала Саймонова. Генерал Саймонов это как раз был руководитель комиссии башкирских дел, который занимался подавлением восстания. При этом говорил очень дерзкие вещи. При сборе же Алдар говорил: зачем где генералу ехать, то есть к Саймонову, ибо где Алдар он и сам генерал, да еще и свыше. Понеже как где генералу Саймонову, так и Татищеву оклад по 70 рублей, а ему 75 рублей. И каковы где у них генералов указы, таковы и у него Алдара. А капитан Кублицкий, он рядовой мужик, и у него Кублицкого в команде 100 человек, а у них Алдара и Сидбая по 1000. Такие речи, которые, естественно, были донесены, и там Саймонов сделал вывод, что вот он своими дерзкими речами ставил себя выше генералитета. Получается так, что Алдару удалось вновь доверие башкир вернуть к себе к этому времени. Доверие-то он вернул, но потерял доверие властей, потому что он вот это тщательно скрывал, прикидывался лояльным. Уже вот, я же говорю, с 1937 года фактически продолжалась вот эта своя идея. В конечном итоге, в 1740 году уже восстание Карасакала началось. Он и 14 других башкирских старшин, знатных людей, поехали в Петербург. По пути заехали в Самару для получения паспорта проезда от генерала Урусова, и там были схвачены. Формально все они считались верными башкирами, лояльными, но нет, тем не менее, уже у властей, которые занимались непосредственно подавлением восстания, на них, как бы сейчас сказали, был собран компромат, их участие. Потом они инспирировали вот этот процесс, вынудили под пытками башкиры, дали показания обвинительные. И в итоге 16 мая 1740 году в городе Мензелинске, Мензелинск — это Голгофа башкирского народа, традиционно всех вождей башкирских восстаний казнили. Алдару и его 8 товарищам были отрублены головы. Вот на этом кончилась жизнь этого выдающегося человека, который, вот как мы говорили в первой или второй программе, сыграл огромную роль не только в истории башкирского народа, но, я бы сказал, в той вот этой части Евразии, где вот сейчас находится там Южный Урал, Средняя Азия, Казахстан и так далее. Ну, давайте коротко скажем в завершении. Память об Алдаре Исекееве, она не прерывалась или все-таки о нем вспомнили чуть позже, когда начали работать с источниками в народе? Алдар, вот он, мы же видим, все вот башкирские сказания и так далее, все о нем это было. Просто из-за того, что конкретно в 19 веке, скажем, первой такой фигурой башкирской истории стал складываться культ Салавата в 19 веке, она просто немножко оттеснила память Алдара на периферии. Но память о нем, конечно, сохранялась. Другое дело, что уже когда началось вот такое научное изучение в 20 веке, по-настоящему изучение личности Алдара, мы наконец-то узнали всю масштабность этой фигуры, все его поступки, вся его политическая деятельность предстала перед нами.
Я напомню, что в эфире была программа «История башкирских родов». Мы сегодня завершили рассказ об Алдаре Исикееве. У микрофона был Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо вам большое, Салават. Спасибо вам. Спасибо всем, кто был с нами, и до свидания. До свидания.